никогда не претендую на то, что я истина в последней инстанции. Ее не может быть. А если я дам толчок к размышлениям человеку над тем, что он сделал, и он немножко задумается и сможет поглядеть на себя с другой стороны, да замечательно. Потому что человек должен анализировать, должен осмыслять, он должен включать мозги и понимать, что он сделал. Это им всем очень не мешает. Музыковед, балетный критик и исследователь музыкального театра. Член экспертных советов и жюри Национальной театральной премии России «Золотая маска», а также в Польше и Монако, председатель экспертного совета Международного фестиваля современной хореографии в Витебске и арт-директор Международного фестиваля современного танца «На грани» в Екатеринбурге. Советник по имиджевым проектам Свердловской государственной филармонии, научный руководитель школы театральной критики Союза театральных деятелей, а также автор книг, рецензий и прочих литературных трудов о театре, музыке и танце. Все это, представьте себе, один человек – Лариса Барыкина из Екатеринбурга. Современное искусство, оно достаточно мощное, если только взять там одну театральную сферу, что можно вообще современному танцу там для себя. Понятно, что весь современный танец связан поскольку он не имеет никакого там чаще всего драматургического обоснования, то это чаще всего то, что сам хореограф себе представляет. Окончив Уральскую консерваторию, аспирантуру Государственного института искусств в Москве и лабораторию балетных критиков при СТД Российской Федерации, она более четверти века серьезно занимается всей этой деятельностью. Профессионал высочайшего класса. Лариса Барыкина из тех, для кого объективность, нравственная установка на истину и этика человеческих отношений отнюдь не абстрактные высокие материи. Она по этим понятиям живет и творит. Любая критика и театроведение – это прежде всего, если это нормальная и профессиональная критика и театроведение, это прежде всего осмысление, рефлексия искусства. Искусство развивается, оно не может не развиваться, и оно не может развиваться вне рефлексии. Этим не могут заниматься сами художники, они его создают. И для этого существуют особо обученные люди. Я сейчас не говорю о всех, я говорю только о выдающихся представителях, которые должны так или иначе это все осмыслять. Наша профессия – это некий кентавр между искусством и наукой. Потому что, с одной стороны, это осмысление, и можно говорить о театроведении. Я сама писала кандидатскую диссертацию. Это необходимо, с одной стороны. С другой стороны, это искусство в каком смысле? Потому что если мы не будем соответствовать каким-то образом тому, что мы видим, в плане передачи это в литературе, да, то это никому не будет интересно. Иногда бывает очень маленький, краткий, красивый литературный текст дает больше представления о явлении, чем сотни исписанных, так сказать, научным ведением страниц. Мы не судьи, это прежде всего, потому что судьей для искусства является только время, даже не публика, которая в данный момент заполняет зал. Истинный судья – это время, и он расставляет все. Если ты, как критик, с ним совпадаешь, и твои прогнозы оправдываются через несколько лет, значит, к твоему мнению будут прислушиваться. Но очень важен тон, с которым ты разговариваешь о том или ином произведении искусства. Потому что обидеть художника может каждый. А вот сделать так, чтобы к твоим словам они захотели прислушаться, это безумно сложно. Взаимоотношения критика и художника, критика и творца – это, в общем, особая тема, потому что я знаю своих коллег
и их очень хорошо понимаю, что хорошо бы вообще ни с кем не общаться, и только приходить тихонечко в спектакль и выходить. Просто иногда в дверях встает режиссер, который, наваливаясь на тебя всем телом, говорит: ну и как? Как известно, замечательная актриса Мария Миронова учила в этом смысле отвечать одной фразой, которая освобождает от всех дальнейших разговоров. Нужно говорить всегда «нет слов» и уходить домой. Наверное, это замечательный рецепт, он не всем подходит, потому что все-таки есть и более близкие отношения. Если говорить о Евгении Панфиловой, который был моим другом 13 лет, и которого вот уже столько лет нет с нами, то как раз о нем я писала очень редко. Именно из-за того, что мы были друзьями. И вот сейчас, перечитывая все, что у меня более 500 статей, я понимаю, что очень многое было упущено для истории просто. Мне было неудобно. Мне казалось, что меня так воспитали, что будет нехорошо. Все знают, что мы очень близко дружим, и что это не очень нормально. Вот сейчас все это совершенно каким-то образом утрачено, потому что, зная близко эту среду, театральную, и в том числе и балетную, и хореографическую, и музыкальную, и я вижу, кто о ком пишет, я знаю их отношения, и как они играют, какую роль, и лучше бы этого не знать ничего. Вот, поэтому с Евгением Панфиловым получилось так, и поэтому, наверное, надо было бы писать, у меня написано несколько серьезных статей, какое-то более серьезное, нежели просто рецензии на спектакли. Наши отношения складывались таким образом, что мы с ним разговаривали очень много. Действительно, о его спектаклях. Я приезжала на те работы, которые он только сейчас собирался выпускать, и мы обсуждали очень много и говорили, уходили в сторону, спорили дико абсолютно. И это было счастьем, я должна сказать. Это было колоссальным счастьем. Говорят, что я способствовала становлению там каких-то коллективов. Конкретно можно сказать следующее, что с тем же театром Евгения Панфилова были вот такие отношения. Они были прежде всего со самим Евгением Панфиловым. Мы дружили, да. Поскольку он ставил 5, 6, 7 спектаклей в год, то я была на каждой премьере, а иногда заранее приезжала, смотрела, разговаривали, иногда помогала с музыкой, как музыковед. Разные были формы, но мне не хотелось бы преувеличивать свою роль. Вы знаете, когда уходит большой художник, все хотят сказать, что они были его друзьями, а уже и помощниками, еще кем-то. Женя сказал об этом, так сказать, по поводу меня, поэтому мне сам однажды, поэтому я бы не стала это комментировать. А что касается труп современного танца, предположим, знаменитые провинциальные танцы из Екатеринбурга, я просто целый год однажды была у них арт-менеджером, когда были конкретные совершенно дела, нужно было сделать, и несколько проектов, и в 95-м году добывание денег у спонсоров, даже этим приходилось заниматься. Допустим, хореограф Сергей Смирнов, его эксцентрик балет, в общем, с моей подачи попали под крыло Свердловского театра музыкальной комедии, потому что мне казалось, что они там должны найти друг друга. Его дар в тот момент именно как джазового хореографа, этот вид больше всего у него был развит, мог подойти туда и, с другой стороны, решить их проблему устройства. И, в общем, все сложилось. Вот они 8 лет живут под крылом этого театра, и Сергей Смирнов мощно развивается в разные другие стороны, и, в общем, как-то получилось. Лариса Барыкина скромно умолчала о том, что во многом благодаря именно ей эксцентрик балет Сергея Смирнова стал известен за пределами их родного Екатеринбурга. Этот коллектив уже трижды лауреат Национальной театральной премии России «Золотая маска». Конечно, такой яркий талант не заметить нельзя, и все же, согласитесь, на него тоже кому-то вовремя надо обратить внимание.
многие годы я была единственным провинциальным человеком, критиком, который работает в экспертизе. И, в общем, этим горжусь, потому что я знала российскую ситуацию, и я сейчас ее знаю. Что касается отношения к ней, у меня отношения рабочие, потому что, видимо, мы с этой организацией друг другу взаимно интересны. Так сказать, наверное, меня приглашают, потому что, во-первых, я не узкий специалист. Скажем, для москвичей, многих критиков, моих коллег, попасть в маску достаточно быть специалистом только по опере или только по современному танцу. Я как музыковед разбираюсь и в опере, и музыкальная комедия, и мюзикл, и балет, и современный танец, все это пройдено. И мне для того, чтобы соответствовать этому статусу, надо знать все. И это не так просто. А с другой стороны, мне интересно в маске, потому что так или иначе она дает возможность очень много увидеть. Да, меня приглашают помимо маски на фестивали, в какие-то жюри, на какие-то премьеры, но маска дает это возможность за сезон просто в массированном таком темпе и объеме увидеть просто фантастическую панораму театральной жизни страны, и это очень здорово. Эксперты выбирают номинантов, они отсматривают колоссальное количество спектаклей в год. Вот мы только что закончили работу, и для сравнения я скажу, 72 спектакля живьем, 83 на кассетах, и только после этого выстраивается афиша. Жюри весной, когда будет смотреть весь этот фестиваль, они смотрят его в течение 2-3 недель. Жюри может быть таким, другим, какие-то отношения, что-то прошло лучше, что-то хуже. И поэтому вот сами решения золотомасочные, они бывают иногда спорными, что нормально. Но вот я считаю, что эксперты проводят более тщательную селекционную работу, и те, кто номинируется, это вот совершенно не случайность. Витебский фестиваль, на который я приезжаю в течение уже очень многого ряда лет, с 93-го года, да, так 17-18 лет, каждый год практически, это уже часть моей жизни. И на этом фестивале какие-то пройденные университеты, профессиональные, человеческие, житейские. Ну, то есть это часть жизни, на самом деле, которую невозможно уже не вынуть, не отнять, не избавиться, что совершенно не нужно. И я восхищаюсь и фестивалем, и тем, что он так долго живет, прогрессирует или развивается, или как-то существует по-разному. Да? Каждый год фестивали очень друг на друга не похожи. Но Марина Романовская со своей командой – это, конечно, феномен Беларуси, безусловно. Что касается нынешнего момента развития, все достаточно проблематично, потому что жанр не получил достойной государственной поддержки, которую нужно было получить. Он живет за счет фестивалей, за счет проектности, за счет того, что есть некие энтузиасты, которые кладут свою жизнь на то, чтобы это происходило. Это не совсем правильно, потому что это должно стать прерогативой государства и такой осмысленной культурной политики. Ее до сих пор нет. Нигде у нас, на территории постсоветского пространства. И это одна из главных моих внутренних болей, так скажем. Но Витебский фестиваль дал мощный толчок белорусскому современному танцу. И то, что мы год от года наблюдаем на фестивале, этот рост, он радует на самом деле. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый. Два веселых гуся. Один серый, другой белый. Два веселых гуся. Камертон нужен. Я думаю, что даже если человек в этом не признается, у него все равно есть внутренняя установка на то, чье мнение так или иначе много для него значит. Для меня в детстве и юности главными камертоном были мои родители и прежде всего отец. Мой отец был филологом и директором школы.
И, видимо, великим педагогом, я так понимаю, потому что в детстве я боялась, не боялась, вернее, как, я не хотела сделать даже что-то такое, что могло бы его расстроить, потому что его мнение было для меня решающим. Он очень рано ушел из жизни, но я считаю, что именно он сформировал меня как человека, который имеет некие принципы жизненные. Не в мелочах, а по-крупному. По-крупному, в человеческом смысле. Его нет уже почти 20 лет, а я вспоминаю наше общение до сих пор и считаю, что оно меня сформировало. Точно так же, как мама, которая была историком, но человеком очень мягким, светоносным и лучезарным, она воспитала меня в том смысле, что если человек не несет в себе, ну, наверное, это передалось так вот естественно. Если человек не несет в себе, женщина не несет в себе что-то позитивное, да, то, в общем-то, она зачем? Мы ведь рождены для того, чтобы что-то созидать и создавать. И это, конечно, в смысле моей профессии иногда вступает в ножницы, потому что кажется, что критик, он такой разрушитель, да. Вот художник что-то создал, а он это нещадно порубал. Вот я всегда подразумеваю какую-то другую историю, потому что если путем вот этого, значит, достаточно конфликтного, да, я бы сказала, такого диалектического процесса, вот есть созидание, вот есть некий антитезис, но если не возникнет нечто третье, то, что синтезом называется философия, то смысла нет никакого. Поэтому надо иметь всегда подспудно все-таки какую-то созидательную функцию. Я счастливый человек, потому что, во-первых, я выросла в полноценной семье, и для меня любовь мамы и папы априорная данность, без которой вообще жить невозможно. Они оба уже ушли из жизни, но я сохранила тот колоссальный заряд тепла и любви, в котором я росла, жила, и мой сын уже получил. Мы же понимаем, что все идет от семьи. И если я выросла в этом, я без этого не могу. И поэтому моя семья, моему браку скоро 30 лет, то я смею надеяться, базировалась на тех же ценностях. Мы с мужем вместе учились в консерватории на одном курсе, так сказать, рано начали дружить, поженились после 4-го. И дальше всю жизнь вместе. Но при этом у нас замечательно распределено существование, потому что, с одной стороны, может быть, каких-то мужей не устроили бы мои поездки, командировки, огромное количество людей вокруг меня, да, бесконечные письма, ну, все что угодно. Мой муж, будучи творческим человеком сам, он композитор, преподаватель, педагог, занимается очень многими вещами в этой жизни, и он прекрасно понимает, что такое творческая личность, ее развитие, и для него самосовершенствование – это главная цель жизни. Он понимает, что если меня посадить в клетку и запереть, то из этого бы ничего хорошего не получилось. Поэтому мое развитие, скажем так, в моей профессии для него тоже очень важно. И он первый читатель был моих многих трудов, рецензий, статей, и так же, как и я, первый слушатель его. И это все очень здорово. С другой стороны, я очень домашний человек, что очень многих удивляет, потому что я очень люблю готовить, очень люблю принимать гостей, очень люблю, чтобы дома было тепло, чисто, вкусно, все хорошо, и поэтому для меня это, безусловно, очень важно. Женщина, имеющая опыт семейной жизни, она все-таки несколько раз подумает, что и как сказать, где как выступить, что делать и как себя вести, скажем так. Вы знаете, пример очень хороший. На меня произвела однажды совершенно фантастическое впечатление Майя Михайловна Плесецкая, которая, как известно, является, легендарная личность, да, является женой Родиона Щедрина.
И, во-первых, его спросили однажды, не надоело ли ему быть мужем Майи Плисецкой. Он сказал, что есть очень много областей и сфер, где она жена Родиона Щедрина. Но однажды я была на фестивале, на котором они, так сказать, эта замечательная пара присутствовала, но приглашен был Родион Константинович Щедрин. Как вела себя Майя Михайловна? На полшага сзади, скромна, тиха, без излишнего привлечения к себе. И вот это правильное абсолютно, что называется, поведение, оно меня восхитило. Конечно же, все взоры были устремлены на нее, но она лишний раз подчеркивала, что сейчас, на сегодняшний день, на первом месте, ее обожаемый супруг. Права? Конечно. Я так всю жизнь люблю. На самом деле интересов так много. Во-первых, я очень люблю учиться. Всегда любила учиться. И несмотря на синдром отличницы, что мне нужно сделать все лучше, чем даже никто бы то ни было, а вот лучше так, как я могу, только лучше. Я, в общем, все время люблю что-то новое узнавать и новому как-то вот учиться. Поэтому на это у меня уходит часть времени, и я с удовольствием, допустим, планирую в ближайшее время заняться еще кое-чем для того, чтобы чему-то еще научиться. Что касается отдыха, конечно, мы в нашей семье всегда любили активный отдых. Ну, может быть, там, я не знаю, не восхождение на какие-нибудь горные вершины, для меня это недоступно, но, по крайней мере, тупое лежание, там, 20 дней на пляже, это не моя история. Я обожаю море, но люблю плавать, и поэтому мы отдыхаем, обычно путешествуя. И поэтому у меня есть некое совмещение того, что мои профессиональные многочисленные поездки совмещаются с моим интересом к тому, что происходит в этой жизни. Я очень люблю новые встречи, новых людей, новые знакомства. Мне это безумно интересно, потому что это дает пищу для жизни. Жизнь научила меня, наверное, многому, я так думаю. Ну, во-первых, я говорила о синдроме отличницы, и мне очень трудно было с ним жить, потому что нужно было все делать перфектно, все на 5 с плюсом, все лучше всех и лучше тех, кого даже нет. И это очень сложно, потому что соответствовать этому, когда много всего, невозможно. И я очень тяжело переживала личные, собственные, как мне казалось, неудачи. И поэтому, может быть, одно из главных, чему я научилась, нужно давать себе право на ошибку. Ее можно исправлять. И жизнь идет и продолжается, ничего страшного не происходит, катастрофы нет. С другой стороны, мне кажется, я научилась оценить все то, что происходит сиюминутно и сейчас. Мы живем иногда кто-то только прошлым, а кто-то только будущим. А на самом деле все главное то, что происходит именно сейчас. И если ты в какой-то момент ощущаешь всю прелесть мига, который перед тобой раскрывается во всей полноте, ну, мне кажется, вот научаешься вот ценить то, что в данный момент во взаимодействии и взаимоисключающих иногда, так сказать, парадоксах происходит, а тебе все равно это нравится, это очень хорошо. Это здорово, этому надо учиться. Не знаю, надо учиться прощать людей. Безусловно, и понимать их. Потому что, когда ты понимаешь, у тебя уходят очень многие детские вещи. Допустим, я уже очень много лет, а может быть даже десятилетий, я вообще не понимаю, что такое обижаться на кого-то. У меня есть пословица, которую я не знаю, где я слышала, но я по ней живу. Обижаются дураки, умные делают выводы. Я очень люблю делать выводы из всего. И мне кажется, тот, кто этого не делает, в общем, тратит жизнь отчасти зря, потому что если ты этому научился, то очень, в общем, свободно и легко, и, главное, интересно. И главное, мне интересно жить, и многое бы хотелось еще сделать. Наверное, я кое-что не успела. Я не изучила много языков, на которых бы мне хотелось свободно разговаривать. Как музыкант, я думаю, у меня бы многое получилось, не было времени. Я не так много преподаю сейчас, как мне бы хотелось, а общение с молодым поколением, которое, в общем, хочет что-то получить, и им интересно, мне всегда представляется очень важным. Ну, наверное, можно было бы еще куда-то попасть, еще где-то побывать, еще что-то посмотреть, но я думаю, что у меня все впереди. Удивительный человек, разумный и щедрый, заинтересованный и преданный своей профессии. Лариса Барыкина нисколько не похожа на тех критиков, в адрес которых нередко злословят. Это несостоявшиеся артисты, художники, музыканты.
Конечно, все это не так. Критик – тот же лоцман, помогающий ориентироваться в культурном пространстве. Он же и врач, думающий о том, как бы не навредить. Лариса Барыкина уже давно изучила эти премудрости профессии. Возможно, именно поэтому никаких выпадов в свой адрес она не слышала, и мнение ее авторитетно. Равно как для публики, так и для художников-творцов. Таких личностей, как она, должно быть больше. Может быть, тогда у нас не будет культивироваться антиискусство и попираться гармония и красота. Тогда те, от кого это зависит, наконец поймут, что есть искусство, а что и просто развлечение. Человека нужно раскрепощать и делать индивидуальностью, личностью. А личностью он может стать только тогда, когда ему не предлагают на выбор из 3 слов выбрать одно, а когда предлагают ситуацию, где он должен придумать это слово и должен сделать так, чтобы оно родилось и осуществилось.